Уже в третий раз в республике проходит христианская миротворческая конференция. Здесь представители православной церкви говорили о главном – о христианстве как религии мира и созидания. Она никогда не была разрушительной. Наоборот, призывала к единению, терпимости и нравственности. Сегодня каждый со сцены говорил именно о нравственности, о том, на чем и должно основываться современное общество. Наша-то и задача с вами раскрыть, особенно перед молодежью, истинный смысл нравственности. Мы должны знать, как себя вести в обществе, мы должны вести себя благопристойно, но в то же самое время мы должны понимать, что без духовности, без тех истин, которые несет христианство, сложновато быть нравственным человеком. С открытием конференции сегодня православных поздравили представители различных республиканских министерств и ведомств. Все они отмечали мирное существование разных конфессий на чеченской земле. Народы Кавказа не стремятся к обособленности, но стремятся достойно заняв место жить в ряду братских народов единой великой России. История взаимоотношений христианства и ислама на Северном Кавказе имеет глубокие корни. Многовековое взаимодействие представителей ислама и христианства сформировало устойчивую почву уважительного отношения друг к другу. Православие является надежным партнером в реализации работы по духовно-нравственному оздоровлению общества. Нам приятно осознавать, что в очередной раз именно Чеченская Республика становится местом проведения столь важного и значимого мероприятия. Это еще раз для нас является данью уважения к первому президенту Чеченской Республики Ахмаду Хаджи Абдулхамидовичу, который был большим интернационалистом, патриотом, толерантным человеком, глубоко верующим, который декларировал эти свои позиции повседневно. Меняется общество, меняется мировоззрение людей, и в связи с этим необходимо принимать новые решения, находить новые общие точки соприкосновения с обществом. Для мирной жизни необходим диалог всех национальностей и всех религий. Кавказские народы живут вместе, а значит, надо вновь и вновь учиться понимать друг друга, уважать обычаи и традиции представителей разных народностей. Святые отцы церкви учат нас о том, что человек имел величайшие, огромные, непостижимые для сегодняшнего дня знания. Прежде всего о Боге Творце, прежде всего о тайне мироздания. Он назвал все творения именами, это говорит о великом знании. Первый день миротворческой конференции завершился спектаклем Республиканского культурно-просветительского центра. Он уже больше года функционирует в регионе, помогая русскоязычному населению в решении различных вопросов. Обсуждение традиционных православных ценностей гостями конференции продолжится уже завтра, там же, в театре Лермонтова. Левтина Бонадыкова, Рустам Исмаилов и Вах Кантаев. Новости.